Дуслар, скажите, пожалуйста, как нас слышно, как со звуком дела? Отпишитесь, пожалуйста, в чате. Сейчас нам напишут в чате, как дела, как прием. Дуслар, прием, прием. Нас уже видно, да? Вот, Все, все, хорошо. мы появились на экране. Дуслар, бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллаха тапшырдық, хайырлы киш. Вот. Еще раз повторюсь, бисмиллахир-рахманир-рахим, хайырлы киш, Дуслар. Сегодня у нас прямая трансляция, да. Моим гостем сегодня будет Фанис Абы Набиуллин, психолог. Мы сегодня постараемся с вами порассуждать, поднять интересные темы, два направления объединить: психологию, и она, наверное, будет даже главнее, и историю, исторический материал. Поэтому наша сегодняшняя беседа обозначена как травма народов, травмы народов, да, и травма татар. То есть мы с вами поговорим более общие понятия такие, что такое травмы народов, как они в современном мире работают, почему они существуют, вредят они народам или нету, эти самые травмы. И потом уже спустимся конкретно к татарам, к нашей аудитории. Надеюсь, что наш канал в основном татары смотрят, но и другие народы тоже могут смотреть. Конечно же, татары и другим народам тоже интересно. Вот. Фанис Абы, давайте мы познакомимся с вами, немножко расскажите о себе, кто вы, откуда вы, что вы себя представляете. Вот я вас представил, вы психолог. Ну, то есть, правильно? Вам да, слово. Совершенно верно. Бик Зурахмет, Хайли Кен Баргазга. Бик, казак тема, очень интересная тема вот эта, потому что она действительно меня давно интересовала. Эта тема, она меня соприкоснула, наверное, уже давно, потому что история каждого, для нас, каждого из нас, наших родителей, бабушек, дедушек, предков, вот эта вот лояльность, которая, значит, у нас присутствует по отношению к нашим близким, она всегда соприкасает нас с тем, с той болью, которую, значит, они несли, отображали, и которая, скажем, как-то сказывалась у нас. Сама тема очень интересна. Наверное, для меня она немножко здесь будет более сложной, потому что больше всего я работаю в рамках родовых систем. Но так как есть такой принцип и такие принципы, как один из 7 принципов Гермеса, принцип аналогий, принцип подобий, то те принципы и законы, которые работают в системах человека, организм, в принципах родовых систем, они также работают в принципах систем народных. И когда мы разбираем какие-то травмы конкретной личности, и мы видим, как эта травма, она имеет какие-то более глубокие корни от его родовой системы. И когда мы рассматриваем какие-то конкретные родовые системы, то мы иногда отслеживаем более глубокие процессы, которые идут из народа. И те паттерны, которые присутствуют конкретно в каких-то народах, то они в любом случае не могут не отображаться на своих представителях. Для того, чтобы начать говорить вообще о системах и о травмах, да, нужно сказать, что есть какие-то базовые принципы для любых систем. И когда мы говорим о человеческих системах, то один из базовых принципов называется право принадлежности. Право принадлежности к родовой системе, право принадлежности к семейной системе, право принадлежности к народу. И когда мы рождаемся в нашей семейной системе, любой ребенок, он изначально базово беззащитен. И он очень нуждается в любви своих родителей, он нуждается в заботе своих родителей, он беспомощен. И любовь родителей для него, кажется, должна быть как бы отработана той самой лояльностью, когда он соответствует ожиданиям его родителей, его родовой группы, его системы, его народа. Любая родовая группа, семейная система или народ, он предоставляет любой личности территорию свободы,
территорию возможного развития, территорию безопасности. И, соответственно, вот это право принадлежности, оно очень, скажем, важно для каждого человека. Принадлежность, ей, наверное, есть такое понятие, как противоположное понятие исключения, когда исключают каких-то членов из системы. В системах есть такое правило, как полносоставность. Полносоставность семейной системы. Бывают исключенные абортированные дети, без вести пропавшие люди. Бывают исключения в народах, бывают исключения, скажем так, даже рассматривать человека конкретно как личность, исключение его каких-то внутренних процессов, которые он не принимает в самом себе. И поэтому, когда мы говорим о таких принципах, как полносоставность, то здесь важно нам отследить то, что происходит в семье народов в целом в России. Поднимая вот эту тему травмы народов, и когда мы говорим о травмах татар, я бы не хотел очень глубоко усугубляться вот в эту тему, обособляя татар, отделяя их от всех народов в России. Такие травмы, они могут быть немножко разные, и они могут быть совершенно в разное время приобретены, но они могут быть подобны, они могут быть, скажем так, и в то же время разными. И травмы народов, они должны быть обязательно разобраны. По Францу Руперту, когда мы разбираем травмы, есть очень интересный подход. В человеке, в посттравматическом его состоянии присутствуют некие такие части, как его здоровая часть, его травмированная часть и его выживающая часть. Человек, который был травмирован, он реагирует на какие-то болезненные процессы из его выживающей части. Я обычно привожу такой пример. Представьте, что маленького щенка много раз били. И вот когда его много раз били, когда ты протягиваешь к нему руку, и ты не знаешь его процесс жизни, воспитания, да, то этот щенок так реагирует, что для тебя это очень удивительно. Протягивая к нему руку, просто его погладить, он начинает скулить. И ты понимаешь, что этот щенок реагирует из этой самой выживающей части. Поэтому нам нужно понять, как работает психика человека. Что такое генетика, что такое психогенетика. Работая с конкретными травмами людей за многие годы, я больше, наверное, практики, я не очень хороший рассказчик, я работаю в конкретной практике, да, то мне приходилось наблюдать, как психические травмы попадают в физическое тело человека. Ко мне приходили с вопросами, почему родился слепой ребенок. Ко мне приходили, почему родился глухой ребенок, почему родились глухие близнецы, почему близнецы рождаются и один из них умирает, почему рождаются только девочки в семейной системе, почему рождаются только мальчики. Есть такое понятие, как трансгенерация. Что такое трансгенерация? Трансгенерация – это когда создана какая-то генерация какой-то конкретной травмирующей истории, какого-то конкретного события. И вот это событие, оно неразрешенное, не раскрытое, оно имеет свойство транспортироваться в последующее поколение. Поэтому... То есть, подождите, как это будет на примере работать? Скажем, человек, у него есть родители, у него есть бабушка, и как вот эта травма будет накапливаться и на него отразиться? Так? Это как это вот работает? Совершенно верно. Дело в том, что травма имеет свойство не уходить. Травма остается в системе. Есть понятие эволюции личности, есть понятие эволюции рода, родовой системы, эволюции народа. И, значит, личность семейной системы наполняет родовую систему, родовые системы наполняют систему народа и так далее, да? И поэтому травмы, которые не разрешены в каких-то системах, они имеют свойство трансгенерировать, передаваться в последующее поколение, потому что понятие родовая эволюция требует разрешения какого-то конкретного травмирующего случая, какой-то конкретной травмирующей ситуации, раскрытия и
выхода на новый уровень восприятия этой ситуации, то есть посмотреть на это с другой стороны. Для того, чтобы сегодня мы пытались разобрать наши истории татар и травмы нашего народа, наверное, мне бы хотелось затронуть такие темы, как групповая совесть и личная совесть. Ну вот смотрите, вот вы в принципе описали, как вот на уровне личности это все работает, да? А вот на уровне народа, как это все работает? Вот можете пример показать? Не обязательно татары. Да. Хотя бы, не обязательно татары. Да, могу показать. Например, вот мне приходилось работать совершенно с разными национальностями. Это история очень давняя, это история из практики общей. И, например, девочка рождается 24 апреля, а точнее девочка рождается, значит, какую-то дату, впоследствии умирает от цервикальной грыжи, умирает от, значит, ряда симптомов. Она рождается ребенком ДЦП с церебральным параличом, и она впоследствии умирает в возрасте 10 лет 24 апреля. Когда мы начинаем разбирать эту родовую систему, то мы выходим на историю 24 апреля 1915 года. Знаете, что было это в истории, да? А какое-то отношение имеет девочки? Девочка умирает 24 апреля. Просто совпадение дат. Это не просто совпадение дат. Значит, это целая наука, она изучает синдром годовщины. Наверное, если спросить многих людей, если бы они изучали свои системы, то в каждой, ну, скажем так, почти в каждой, может не совсем в каждой, есть некие в родовых системах, в семейных системах маршрутные карты. Маршрутные карты, по которым можно рассматривать, где повторяются даты рождений, даты смертей. Когда, например, семейная пара поженились и день свадьбы запечатлен в ребенке, который рожден через год, но в дату свадьбы его родителей. И вот эти все маршрутные карты мы как раз читаем. Вот этот синдром годовщины, его изучает множество специалистов в нашей сфере. И по этим, скажем так, маршрутным картам мы читаем родовые истории. Мы по принципу или по методу семейных системных расстановок можем заходить в родовые системы, в системы народов, рассматривать произошедшие события. И мы работаем над травмами. Поэтому, когда мы работаем в группах, в семейных системных расстановках, то очень часто мы, значит, для меня, например, совершенно не важно, что будет рассказывать человек, он может мне ничего не рассказывать, но буквально через какое-то время по его каким-то, скажем, определенным параметрам, по физиогномике, по каким-то действиям в группе, по этой, скажем, специфике работы, я начинаю рассказывать ему, что вообще произошло в его родовой семейной системе в нескольких поколениях. Даже мы можем говорить, скажем, такие факты, как количество абортированных детей, пол ребенка и так далее. Да? Что произошло с бабушкой, что произошло с дедушкой. Конечно, это кажется немножко такой удивительный феномен, кажется мистика, но это реальные как бы вещи. Мы извлекаем какие-то, скажем, травмы из конкретной родовой системы. И поэтому... Подождите, а вот я немножко потерял цепь суждения. Вот, значит, девочка, вот какой вывод получается из ее истории, вот, у которой было заболевание, от которого она умерла? Вот, можно еще раз? Не совсем просто. Значит, она, получается, ее смерть 24 апреля совпала с 24 апреля 1915 года. Что у нас произошло, значит, в это время? В Турции произошел так называемый армянский геноцид. Мы можем много об этом говорить, был он или не был. Сама по национальности? Она армянка. Армянка. Да. Я не выбираю национальности, с кем мне работать. Кто ко мне приходит, я работаю буквально с каждым человеком. И поэтому, когда мы разбираем и видим зафиксированные даты, да, то мы видим конкретные травмы. Мы позволяем эти травмы прожить вновь этой системе.
для того, чтобы восстановить психику человека. Так. То есть, когда человек травмируется, он пытается избегать этот опыт. Для того, чтобы справиться с какой-то травмой, в сопровождении специалиста очень важно вернуться к этой травме. И когда мы возвращаемся к этой травме, проживаем ее на осознанном, эмоциональном, глобальном уровне, с новым контекстом, с новыми какими-то вводными данными, с новым осознанием, то человек как бы поднимается в своих вибрациях над этой ситуацией. Он выходит из этого травмирующего опыта. Ну, примерно вот так вот. Если можно, я хотел бы сейчас привести один пример, чтобы мы могли двигаться в этом направлении дальше. Да, можно, да? Да, конечно, пример буду побольше. Я хотел бы сейчас очень интересный пример привести из такой классический, из общей практики. Значит, к специалисту-системнику привозят парня в инвалидном кресле. Парень задает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, почему я получил эту травму, но мне хотелось бы разобрать эту травму значительно глубже. И я хочу вам сейчас ее рассказать. Значит, я очень люблю занимался дельтапланеризмом. И я всегда приходил в аэроклуб, и много лет, значит, я летал. У нас есть всегда, значит, есть дельтапланерист, кто-то садится на дельтаплан, кто-то на буксир, потом мы меняемся. И когда, значит, мой напарник перестал выходить в аэроклуб уже месяц, второй, третий, так получилось, что я напросился и сказал, что этот напарник уже не выйдет, дайте мне другого напарника. Мне дали другого напарника, и вот этот другой мой напарник, он не знал наших знаков, потому что там очень сильный ветер, шум ветра на горе, и мы друг другу показываем определенные знаки. Он не знал моих знаков. И, значит, когда мы не обусловились этими знаками, я ему показал, что подожди, я еще не застегнул ремень безопасности. Он не знал моих условных знаков, которые знал мой тот напарник. Получилось так, что буксир, значит, дернул, мы, значит, двинулись вперед, я взлетел, буксир отцепляется, я падаю, значит, при боковом пикировании с этого дельтаплана и ломаю позвоночник. Вопрос, почему я упал с этого дельтаплана? То есть, как для системника, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, у вас кто-то был в инвалидном кресле? Нет, у нас никого не было. Но кто-то у вас были вообще инвалиды. И вот здесь он вспоминает, он говорит, да, вот как я это мог забыть, мой папа вернулся с войны без ног. Расскажите, пожалуйста, травму вашего отца. И вот здесь очень интересная история, где отец рассказал ему свою историю, что ты знаешь, когда я пошел на фронт молодым парнем, там до фронта я был металлургом. Когда я попал на фронт, я попал в плен, и там в плену, значит, когда немцы узнали, что я металлург, они отправили меня на металлургический комбинат. И на металлургическом комбинате я, значит, у меня был только один напарник. И вот этот вот напарник, мы с ним знали, у нас были свои условные знаки. И вот мой напарник заболевает, он от истощения умирает в бараке, немцы мне дают другого напарника, мой напарник не знает условных знаков, он стоит на ковше жидким металлом, я стою в желобе, где очищаю окалину, я показываю новому напарнику, подожди, я еще не почистил окалину, он, не зная моих знаков, опускает ков жидким металлом, мне это прокатывается по ногам и впоследствии мне ампутируют ноги. Отец у него возвращается с войны без ног. Возникает вопрос, как повторилась вот эта травмирующая история, травмирующая ситуация? Системники ответят. Здесь очень интересный ответ. Когда человек не согласен с своей судьбой, то эта история повторяется в этих семейно-родовых системах. Когда мы говорим о согласии с судьбой, здесь нужно задаться вопросом, есть ли согласие с судьбой у жертвы? У жертвы согласия с судьбой нет.
Я не хотел бы представлять татар в роли жертвы, что с нами поступили несправедливо. И мой, скажем, угол зрения может быть немножко сложноватым для восприятия, да? Но там, где появляется жертва, там всегда притягиваются насильники, преступники. Ну, смотрите, преступник притягивает жертву, жертва притягивает насильника. Вот давайте возьмем исторический материал. Вот у татар на протяжении истории есть очень, достаточное количество узловых, может быть, травмоносных или травмирующих моментов, да. Одна из них, наверное, самое главное, это вот взятие Казани в 1552 году. Люди про это пишут книги, исторические исследования, произведения писатели пишут. То есть люди это не забывают, это все в памяти татарского народа так или иначе воспроизводится. Вот нам, татарам, эта травма сегодня нужна. Все-таки 1552 года прошло почти 470 лет. Почти половину тысячелетия, да? Да, полтысячелетия, да. Я понимаю, вот, может быть, у крымских татар есть такая травма их этноса, это депортация, и там, может быть, до сих пор еще живы бабушки, дедушки, которые застали вот эти трагические ситуации, поэтому для них, может быть, это актуально. А вот как татарам-то быть? Хорошо, спасибо за этот вопрос. Я думаю, что давайте мы разберем, может ли подобная травма трансгенерировать через, скажем так, столетия в сегодняшнее поколение. Да? Дело в том, что как таковой перед травмой всегда присутствует конфликт. У конфликта есть такая особенность, так же как с ошибкой. Без ошибок не бывает мастеров, то есть мастера становятся мастерами на ошибках. То же самое с конфликтом. Конфликт имеет очень такое интересное свойство. Если конфликт помог разобраться в какой-то ситуации, которая была до конфликтного периода, да, и после конфликта изменились отношения в лучшую сторону, то можно считать, что конфликт исчерпан, и какие-то стороны вышли на более высокий такой разумный, гармоничный уровень взаимного существования. То есть, в принципе, конфликт 16-го столетия между татарами и русским государством исчерпан? Я бы так не сказал. Как раз-то наоборот, что конфликт должен показать, что мы вышли с вами на более высокий уровень сосуществования. Но у меня теперь тогда вопрос. А есть ли сегодня в учебниках общеобразовательной системы история татар? Есть. Но оно преподносится так, что это успех русского государства, что было взято Казанское ханство. Как себя должен чувствовать представитель татарской национальности, читая, скажем, такую историю? Не знаю, ребята, напишите в чате, но, наверное, не очень-то хорошо. Наверное, не очень хорошо. И тогда возникает вопрос, вот, наверное, мой сегодняшний здесь, вот, скажем так, приход в эту студию, он был сподвигнут такой очень интересной ситуацией, когда моя знакомая, довольно грамотная, интересная женщина, пожилая женщина, отправила мне ролик некоего Егора Холмогорова о том, что, значит, вы знаете, сейчас вот в России, в Татарстане появился День шахида, да, и как раз поднимался Холмогоровым вопрос о том, что 1552 год, почему сейчас прошло почти более, скажем, половины тысячелетия, сейчас поднимает вопрос шахидов. И здесь у меня как раз такой возник интересный момент наблюдения за этой женщиной, моей знакомой. Она мне написала, что она крайне возмущена, у нее упало настроение, она потеряла аппетит, ей стало плохо, посмотрев такой ролик. Но хотелось бы сказать, что как раз у нас у татар, наверное, должен вырабатываться иммунитет обратной связи на подобные ролики. Наверное, необходимо продумать вообще, для чего эти ролики формируются, создаются, есть ли уши за такими комментаторами, да, и, соответственно, чтобы, скажем так, у нас, у татар, вырабатывалось какое-то
иммунитет, вырабатывалась какая-то обратная связь, обратная реакция, правильное понимание того, что делается. Мы должны научиться распознавать эти манипуляции. А вот в этом ролике я увидел очень много манипулятивных слов, где, например, идут подмены, где должно стоять слово «Русь», ставится слово «Россия», где ставится слово, где должно быть слово «Россия», ставится слово «Русь». Да? Зачем это делается? Это делается для того, чтобы, я думаю, наверное, продолжать разделять народы. Я больше никак не понимаю. А зачем Холмогорову бояться разделять народы? Потому что Егор Холмогоров известен как русский националист, и его главная зона ответственности, зона, ну, за что он отвечает, да, это русские. Охранять территорию. Ему все равно на другие этносы России. Это, вот он такой эгоист. Но, да, такие люди существуют в нашем современном мире. Да, совершенно верно. Но я хотел бы рассматривать травму таким образом, что ведь подобные ролики, если они попадают в представителей татарской национальности или, скажем, другие национальности, которые также травмированы, то реакция человека, скажем, который в нем таким образом происходит, она показывает, что до сих пор у него не выработан иммунитет на подобные провокации. И поэтому мы, наверное, должны вести разъяснительную работу, что этот процесс, он должен разбираться в деталях. Наверное, должны быть в татарском народе эксперты, мы, наверное, должны становиться, создавать такие сообщества для того, чтобы такие ролики для себя разобрать. И ведь это делается не просто для татарского народа, это делается во имя целого. Я сейчас исхожу из принципа полносоставности, что в России прийти может мир только тогда, когда каждый этнос, каждая национальность чувствует себя свободно. И поэтому, наверное, ни та, ни другая, скажем так, сторона должна понимать, и та, и другая сторона, что надо каждую сторону прорабатывать. И, скажем, те, которые травмированы, они должны работать над собой. Те, которые пытаются травмировать других, они тоже должны понимать, что никогда не будет в этой России мира. Дело в том, что... таким же людям не нужен мир. Они просто вот есть по определению, к сожалению. Вот мы, татары, сейчас, в принципе, живем в каком-то агрессивном информационном мире. Но вы знаете, среди русских людей довольно у меня много друзей, и есть очень много здравомыслящих людей, и поэтому диалоги вестись должны именно, наверное, с такими людьми. И если мы не будем поднимать эти темы, кому-то сейчас кажется, как вы, ребята, поднимаете такие темы, когда в мире такой глобальный кризис, когда происходят такие масштабные угрозы, как так называемая некая пандемия, да, то вы отвлекаете нас на такой вот отработанный материал. Извините меня, но как раз-то этноментальная сфера, ментальная вообще сфера, она более глубокая, чем политическая сфера, чем экономическая сфера. И поэтому тот мир, который мы могли бы создать именно на этой ниве, на этой сфере, да, только здесь уже можно говорить о том, что двигать дальше. Дело в том, что ведь на выгодах не строится патриотизм. Патриотизм строится как раз-то на чувстве долга, на любви к родине малой. Большая родина, она воспринимается только сквозь призму малой родины, только сквозь призму любви к нашим близким, к нашему роду, народу, к нашим родителям. Вот смотрите, давайте вот такую схему сделаем. Да? Вот к вам обратилась женщина, она пожаловалась на видео неприятно ей с Егором Холмогоровым, там День Шахида, да. Вот теперь, значит, пусть эта женщина станет таким олицетворением татарского народа. Вот татары, получается. Вот они существуют сейчас в информационном мире с такими проклятыми эгоистами, как Егор Холмогоров. Вот как людям, мы считаем, большинство татар, наверное, хотят жить действительно в спокойном состоянии, в мире, в созидании. Вот как таким татарам жить в современном информационном мире, где есть вот такие эгоисты, как Егор Холмогоров? Как нам существовать? Ведь мы же не можем убежать из этого государства, взяв там с собой вот ту землю, в которых там наши предки жили, там, где наши предки похоронены, где мы дома строили. Вот как нам жить в мире эгоистов?
Давайте, наверное, я попробую сейчас применить такой метод, который, скажем, применяется за рубежом, и его знают и НЛПшники, и коуч, да. Есть такой вот метод, который как бы показывает лестницу роста. К сожалению, в вашей студии вот пока такой возможности нет показывать слайды, да, где есть, скажем, лестница роста от 1 до 4 ступени. Первая ступень – это бессознательная некомпетентность. Вторая ступень – это сознательная некомпетентность. Третья ступень – это сознательная компетентность. И четвертая ступень – это бессознательная компетентность. Первая ступень бессознательная некомпетентность – это о том, что я не знаю то, что я знаю. Я не знаю, как реагировать на подобные ситуации, и поэтому я попадаю в ступор. Я не знаю, как реагировать, и поэтому у меня перекрывается, скажем так, мой здравый рассудок, меня захватывают чувства, эмоции, я попадаю в ступор, я не знаю, как реагировать. Так. На первой стадии, на первой ступени бессознательной некомпетентности, да, важно понять, что обычно на этой ступени над людьми могут смеяться, их не уважать, не считаться. Да? И вот если вот эта ступень, на этой ступени человек будет зависеть от какого-то внешнего мнения, да, от того, что с ним делают, манипулируют, возможно, там издеваются, смеются, презирают, да, что угодно. Но если он поставил какие-то конкретные цели, а у него должны быть цели и стратегии, да, то тогда он может выйти на более последующие ступени. То есть игнорировать, получается? Ну, будем говорить так, даже не сколько игнорировать, может быть, видеть, но уметь ставить определенные защиты, уметь понимать о том, что вполне возможно, что я сейчас с этим сталкиваюсь, потому что я пока не научился на это правильно реагировать, да, то есть у меня нет никаких инструментов. То есть я пока не определился, поэтому пока что я игнорирую. Такая, получается, например, да. стратегия Например, действий. да. Потом я поднимаюсь на вторую ступень, которая называется сознательная некомпетентность. Теперь я знаю, почему они это делают, я знаю, в чем причина манипуляций, да? Но я еще пока не научен реагировать. Это вторая ступень. На второй ступени тоже так же со мной поступают, также, скажем, могут не уважать, игнорировать нас, да? Не считаться с нами. Человек продолжает двигаться по этой лестнице роста, он попадает на третью ступень, называется она сознательная компетентность. То есть, подождите, давайте мы сейчас срезюмируем вторую ступень. Значит, я знаю, для чего делается это все, ну, то есть вот это вот агрессия, эгоизм по отношению ко мне, но я пока выбираю позицию не определяться и игнорировать. Так, правильно? Если я не могу защищаться, то в какой-то степени да. Но я думаю, что здесь я сейчас тоже поясню что-то. То есть продолжать игнорировать, получается. Да? Не то чтобы игнорировать, да, но, наверное, вырабатывать какие-то внутренние стратегии, какие-то детали, какие-то шаги. Значит, я здесь повторюсь, здесь я уже понимаю, почему они это делают. Да? Я пока просто не умею реагировать, то есть у меня нет пока компетенции, как это делать. На третьей ступени, когда я двигаюсь дальше и прохожу в глубину этого понимания, познания, да, то здесь у меня появляется сознательная компетентность, я набираю, значит, некий потенциал, я теперь умею реагировать, у меня появляется опыт, я умею вести полемику, я знаю, чего я хочу, я знаю, для чего это мне надо. Да? И вот здесь те, которые со мной не считались с моей группой, не считались с моим этносом, они начинают с ним считаться. Так, то есть на третьей ступени. На третьей ступени, значит, у меня есть знания, я в контексте, я углублен в этот вопрос. И, значит, что я буду делать? Продолжать игнорировать или давать ответ? Или что? Какую позицию занимать? Смотрите, здесь, наверное, я буду подниматься в иерархии ценностей. Наверное, здесь совершенно неправильно будет пикировать на разных полюсах, бороться, перетягивать канаты, а подниматься по иерархии ценностей выше. Дело в том, что... То есть все равно игнорировать, получается, продолжаем? Я не считаю слово игнорировать правильно, наверное. Да. Здесь, какой вопрос правильный? Здесь, наверное, как слово правильно? Да, здесь, наверное, не сколько игнорировать, а подняться над этой ситуацией. И когда вы сталкиваетесь в каком-то конфликте, чтобы не усугублять конфликт, всегда нужно подниматься в иерархии ценностей. То есть поднимать ценность вопроса, да, то есть если стоит вопрос более примитивный, поднимать
саму ценность. То есть, например, вопросы духа, души, человечества, общие цели, задачи. Вот да? хорошо, конкретно по теме 1552, значит, на третьей ступени, как эта схема будет выглядеть? Вот вы какой совет дадите женщине, которая дошла до третьей ступени, то есть она компетентна, она в контексте, у нее есть знания, она знает, как на самом деле там что... Она не реагирует на эту манипуляцию. Продолжает да? не реагировать. Да, она понимает, почему это происходит, да? То есть она понимает подтекст, и, соответственно, она не теряет своих ресурсов. То есть не растрачивается. Совершенно верно, не растрачивает свою энергию. То есть нет провоцируемого, нет провокатора, да? То есть кто-то провоцирует, кто-то провоцируется. Провоцируешься, значит провокаторы всегда найдутся. Ну и на четвертой ступени уже мы говорим, это мастер, это бессознательная компетентность, когда человек просто себя здесь легко чувствует, он поднимается выше всей этой ситуации, и тогда с тобой начинают считаться. Потому что понимаешь, что ты достойный оппонент, ты на достойном уровне, ты соответствуешь новому времени, и с тобой практически невозможно производить эти манипуляции. Так, подождите, теперь возвращаемся опять к этой женщине. Значит, вот она на четвертой ступени. Значит, что она должна делать на четвертой ступени? Продолжать игнорировать? Или что? Вот какая у нее стратегия действий должна быть к этому раздражителю Егору Холмогорову? Вы знаете, если появится, скажем, некий такой потенциал, некая критическая масса людей, которые сейчас уже на это не реагируют и воспринимают достойным образом, да, ведь если мы произведем психолингвистический разбор того, что происходит, есть люди, которые могут не замечать, а есть люди, которые, как, скажем, некая защита, могут просто развенчивать то, что происходит на той стороне. Если мы это не делаем и масса людей просто блокируется, не знает, как реагировать, то это говорит о том, что все-таки эта группа людей травмирована, и с этой травмой надо разбираться. То есть, правильно понимаю, эта женщина должна обратиться к каким-то экспертам, специалистам своего дела, узким специалистам дела, которые могут отвесить хороший ответ Егору Холмогорову. Правильно? Я думаю, что такие экспертные сообщества должны быть. Такие экспертные сообщества должны все-таки правильно, своевременно реагировать. Потому что то, что происходит с той стороны, здесь все-таки этот человек, я так считаю, вносит раздор в семью народов в России. И если произвести психолингвистический разбор того, что он там наговорил, да, то как раз-то видно, что он стоит на позиции подавления других культур. Он практически открыто заявляет о том, что все равно все будут русифицированы, и здесь идет потеря индивидуальности. Потеря индивидуальности – это расщепление личности. Травма, она приводит к расщеплению личности и теряется индивидуальность. Для чего вообще нужны совершенно разные позиции взглядов? Для чего вообще нужен индивидуальный взгляд каждого? Это тогда, когда можно посмотреть на одну и ту же ситуацию совершенно с разных сторон. Подождите, вот в принципе, опять же, возвращаемся к этой женщине, которая символизирует татарский народ. Вот есть, значит, главные события, 1552 год. Вот взгляд со стороны русского националиста. Вот сейчас здесь татарские интеллектуалы, татарская интеллигенция обозначит, озвучит свою позицию. Ну вот, получились два разных взгляда на одну ситуацию. Ну, с точки зрения русских и татар вместе взятых, как людей-соседей, да, живущих в одном государстве, что это даст? Вы знаете, есть басня Крылова, называется она «Квартет». Наверное, мы все ее проходили в школьной образовательной программе, где, значит, прокатится мартышка, по-моему, там осел, козел и мишка затеяли сыграть квартет. Но у них не получилось это сделать, потому что не слышат они друг друга, они не спелись. Так. Дело в том, что не получится у нас этот квартет, не получится этот оркестр, не получится эта большая игра в России, пока мы не найдем точки соприкосновения, что все имеют в этой стране, в этой России равные права.
права и свободы на культуру, на историю. И вот эту мысль, да, необходимо доносить. Но если ее не слышит, то у Вселенной есть свои инструменты. Мы, находясь вот в этой глобальной вселенской системе, да, поверьте, я не думаю, что я здесь не думаю, что многие этого не понимают, что Вселенная — это глобальная школа. Вот в этой глобальной школе, самая лучшая уникальная школа со своими уроками, да, что она прекрасно видит то, что происходит среди людей. То есть, получается, это какое-то вот возмездие свыше на тех, кто неправ и несправедлив по отношению к каким-то народам у нас в России. Вы об этом, получается? Я, знаете, наверное, и об этом в том числе. И поэтому свободные системы — это те системы, которые позволяют, значит, в определенных разумных рамках каждой части, включающей в себя, да, функционировать свободно и в рамках языка, и в рамках культуры. Но на сегодняшний день такой инструмент в России не найден, но такие инструменты, они на самом деле есть. И здесь все-таки задача, да, наверное, не просто историков, а и психологов, и психогенетиков, и психолингвистов, да, проводить какие-то совместные конференции. Если мы к этому не придем, то природа, она имеет свои очень конкретные инструменты. Фраза такая: «Возлюби свою болезнь», да, болезнь не приходит случайно. Я бы сказал, что болезнь, она как бы инструмент Бога, Аллаха, Вселенной, некой высшей силы, разумной силы, которая показывает, что человек жил неразумным образом. То же самое происходит с экономикой, то же происходит самое, значит, и с теми кризисами, которые у нас сейчас в нашей стране, да. Вселенская система, она включает свои рычаги, как вполне вероятные, даже, скажем так, голод, да, эпидемии, болезни и так далее. Поэтому здесь очень важно все-таки находить точки соприкосновения. Вот смотрите, давайте вернемся к этой истории. Все-таки, еще раз, вот травма татар, 1552 год. Должны ли татары помнить эту травму? Вот что эта травма сейчас дает нам? Давайте я сейчас покажу степень зрелости всех сторон, скажем, участников процесса. Имеет ли право человек посещения мест погребения своих близких? Имеет, Конечно. имеет. Имеет Да. ли право посещения погребения мест глобального такого, скажем, своего народа, как гибель татар, защищавших не только татар, защищавших свою столицу? Имеет право или нет? Имеет, да. Имеет право. Простите, скажем, гитлеровские солдаты, которые погибли при наступлении на Советский Союз, вот их потомки имеют право на посещение тех мест, где они погибли? Конечно, имеют. Дело в том, что это называется право принадлежности. Право принадлежности, оно намного выше в своей иерархии, чем хорошо или плохо. И, скажем, оценки на уровне нравится, не нравится, они относительны по отношению к тому, что называется право принадлежности. Мы принадлежим, и также, например, некий человек, у него был дедушка, дедушка был эсэсовец. Как эсэсовец, поступки его были, скажем, архинехорошими, да, но при этом он остается дедом. Есть такое понятие, как родовой опыт. Вот этот родовой опыт и опыт народа, он имеет свойство бессознательно перекочевывать в человека. Человек, который отказывается от своей идентичности, он отключается вот от этого опыта. И если человек глубоко погружен в свой этнос, он не исключает его, он не прогибается под среду, он
очень мгновенно, очень быстро может подключаться к этому опыту, да, и он происходит как будто бы на уровне бессознательном. В самой неожиданной ситуации он может отреагировать очень быстро и правильно. Потому что некая такая селекция подвида в длительных периодах, да, она накапливала опыт реагирования на какие-то травмирующие сложные ситуации. И когда мы отказываемся от своего этноса, отказываемся от, возможно, своего языка, да, то тем самым мы можем отключаться вот от этого опыта. А с чем связано то, что сегодня возможно, что человек может отказаться от своего этноса? Как так получается-то? Потому что, ну да, мы живем с установкой, что принадлежность к этносу – это ценность. Но все равно же есть случаи, когда люди отказываются от своего этноса. Смотрите, есть право неизбираемое. Есть право избираемое и неизбираемое. Я могу выбрать пойти в тот или иной факультет института. Я могу пойти, значит, в тот или иной магазин, выбрать те или иные продукты. Но я не выбираю моих родителей, я не выбираю мой народ, я не выбираю свою нацию, да? Мне ее дают. А вот если у человека папа одной национальности, а мама другой национальности, как ему быть? Смотрите, вот обычно говорят, он принадлежит и к той группе 50 на 50. Я обычно говорю, ты принадлежишь к этой группе 100 на 100. То есть у него появляются некие такие две территории. И так же, как человек между мамой и папой, как между Северным и Южным полюсом, да, у человека самое лучшее место – это равноудалено от двух родителей, то есть относиться к обоим родителям в равной степени. Задача человека – уважать все свои принадлежности, относиться к ним в равной степени. А если бывает так, что его, ну, так получается, что заносит именно на одну сторону? Он не может, человек не может соблюсти баланс. Смотрите как, здесь я всегда двигаюсь методом сравнения. Если ребенок находится ближе к полюсу матери, он отдален от отца. Если он приближен к полюсу отца, он отдален от матери. То же самое происходит здесь. В нас есть уравновешенные силы наших родителей. Если локально показывать, например, правая сторона человека, она больше отвечает, как бы в ней отображается мужская линия, отцовская линия. Левая сторона больше локально отображается женская линия. Слушайте, но в жизни же немножко по-другому устроено. Мужчина, он добытчик, он работает, он может работать по 8, 9, 10, 12 часов в день. Так. И больше всего времени с ребенком проводит мать. Соответственно, мать и дает больше, что пришло, ну, скажем так, с ее народом. Как тогда в таком случае быть? Там, сын видит своего отца по вечерам там, 1,5-2 часа до сна, и, может быть, дай бог, там, в воскресенье, если в субботу еще отца не позовут на работу. Вот люди же в таких условиях сегодня живут. Ну ведь эти условия сегодня так созданы, да, вообще сын, скажем, какой-то и сын, и дочь в ранней стадии, они вообще находятся всегда под лоном матери. Потом у них появляется вот эта интервенция в сторону отца, и потом опять где-то в сторону матери, потом мальчик переходит на сторону отца и остается с отцом. И вот здесь должно быть влияние отца. Очень часто мы наблюдаем такие интересные механизмы, например, и очень много интересных ответов, почему, например, ребенок рождается и умирает в первом цикле. Некий такой первый цикл до 7 лет, до года. Почему рождается девочка и умирает девочка? Почему умирает мальчик? Мальчик отвечает за дух, за род, за национальность, отвечает за волю. Девочка отвечает за чувства. Когда были травмированы чувства в семейной системе, то очень часто в жертву себя отдает девочка на бессознательном уровне. Это как это получается? Как получается? Да, как это вот? Ну вот некий такой травмирующий опыт родовой системы передается как некое следствие. Да? Если вот у всего есть, у причин есть следствие, то, скажем, за труд есть вознаграждение,
Ребенок является вознаграждением для партнеров, для супругов. А смерть ребенка, она может являться неким таким показателем, что женщина вышла замуж без любви. Слушайте, а если в нашей жизни все происходит случайно, ну, бывают же случайности, как это вписывается в вашу вот эту родовую систему? Для меня случайностей практически не бывает. Занимаясь вопросами психогенетики, да, я как бы отслеживаю литературу специалистов в генетике. Они очень часто говорят, что генетические аномалии, травмы, какие-то, скажем, такие как ДЦП, зайчья губа, волчья пасть, трисомия 21, трисомия 18 и так далее, да, то это просто случайность. В психогенетике мы наблюдаем, что случайностей не бывает. То есть всегда есть какие-то закономерности. Все они связаны с психическими травмами. Ну не все, но многие связаны с психическими травмами. Поэтому работа, реабилитация над психическими травмами, она очень важна. Сама по себе травма не уходит. Она имеет свойство капсулироваться, попадать в последующее поколение и ждать своего часа. Поэтому вот то, что мы в начале нашей беседы говорили о неком синдроме годовщины, да, вот этот синдром годовщины, который выстреливает, очень часто можно наблюдать как метки для нас. Например, рождается ребенок 8 мая. Близко к какой дате вот эта дата, скажем так? Слушайте, Дню Победы. Вот по поводу вашей истории про вот этот вот принцип годовщины, да? Да. Оно привязано к календарю современному. В России у нас был один календарь до революции, и потом стал другой календарь после революции. Мусульманский мир вообще живет по хиджре. У них там вообще нету понятия годовщины. У них скользящий календарный год получается, лунный. А вот как вот эта вот история с годовщиной вот в разных календарных системах существует? Мы с вами живем в живой системе. Живая система, она работает по принципу подсказок для нас. То есть вот эти все, скажем, некие такие родовые метки, да, они много о чем нам говорят. Вот когда мы работаем с какими-то конкретными травмами, скажем, большими родинками на лице, да, то за этими всеми родинками я открываю конкретные травмы. Иногда люди могут мне об этом даже не говорить. В процессе работы я рассказываю, что произошло в системе. Люди это просто подтверждают. Люди могут совершенно об этом не знать, спрашивать своих старших, скажем, родственников, бабушек, дедушек, и те подтверждают эту скрытую информацию. То есть вот эта вся информация, она имеет свойство перекочевывать, она не уходит. Если читать литературу специалистов, она может фиксироваться, капсулироваться на 20, 30, 50, 100, 200 лет в системе. И вот эта вот родовая эволюция, она требует выхода своих представителей на новый уровень осознанности. Не знаю, насколько понятно говорю. Сложная, наверное, специфичная тема. Ну, просто вот ваша схема, было бы прекраснее, вот если бы еще примеры привели. Вот капсулирование, что вы сказали капсулированием? То есть аккумулирование чего-то, да? Как вот это работает конкретно? Вот давайте какой-нибудь народ возьмем, о котором все знаем, но который не стыдно обидеть, не жалко обидеть. Давайте древних египтян, они вымерли. Так. Вот как у них это работает? Я не могу сказать, они вымерли, как у них это работает, да, но, по крайней мере, о том, что сегодня мы наблюдаем то, что происходит с нами, да, вот я недавно побывал в городе Ржев. Скажите, нужно защищать свой дом? Вот у меня к вам вопрос. Нужно защищать мужчине свой дом? Конечно, Конечно, нужно, да? Нужно защищать свою ментальную территорию. Что значит ментальная территория? Ментальная территория, например, большой такой ментальный дом, это мой этнос. Нужно защищать его? Ну, наверное, да. Да. Для чего? Как вы думаете, для чего нужно его защищать? Ну, потому что, подождите, нужно ли защищать свой этнос, вы Да. имеете в виду? Конечно, нужно защищать. А зачем его защищать? Да. Ну, давайте ваш ответ. Давайте разбирать, да? Да, давайте разбирать. Смотрите, вот наши имена, например, у татар, очень часто мы наблюдаем, что их
много где коверкали, да. Например, я недавно побывал на монументе, который не так давно построили в городе Ржев, и там я увидел, что погибших под Ржевом порядка 20-25% татары. То есть на стеле огромное количество фамилий, так. Но все фамилии были с одной буквой «Л». Тогда нам возникает вопрос. У нас имена Гатулла, Валиулла. Я вас понял, смотрите, да. Тогда нам критики могут сказать: татары, а что вы мучаетесь? Возьмите нормальные всем имена: Роберт, Рафаэль, Марат, Эльвира. Это же, у вас же есть даже такие имена среди татар. Чего вы мучаете русских своими сложными именами, там Габдрахим, там Нурбанат, там Мухаммедьяр, там и так далее. Нам могут, например, такое предложение найти. Что мы ответим им? Слушайте, но вопрос, ведь имена, фамилии нам дают наши родители. Да. Ну, если вы заметили, татарам же вот в свое время давали вот такие имена? Да, давали такие имена. И, в принципе, то имя, которое нам дают, оно несет определенные символы, оно несет определенные смыслы. И наша задача нести то, что нам дали. Когда человеку не нравится его религия, его этнос, его имя, да, когда он начинает это перекраивать, переиначивать, да, поверьте, вот, наверное, это очень сложно слышать, но меняется судьба человека, потому что он прогибается как бы под среду. Дело в том, что задача мужчины оставаться тем, кем он есть, и выдерживать эту позицию. Слушайте, а вот как насчет того, что человек должен адаптироваться все-таки к изменяющимся ситуациям? Потому что, ну, жестко стоять всегда против течения, это же сложно, это же трудно, это же нужно иметь энергии столько, может быть, адаптироваться? Я ведь не сказал открыто пикировать, конфликтовать. Я сказал стоять на своем, быть доброжелательным, оставаться доброжелательным, но стоять на своем. Да? Ну, то есть какое-то... И вот смотрите, вот я опять вернусь к этой стеле, да, вот там стоит во всех фамилиях одна буква «Л». Да? Какая ассоциация вот родилась бы у вас, если бы вы увидели вот это? Есть какое-то искажение? Какие мысли у вас возникают? Ну вот смотрите, я сейчас, наверное, буду рассуждать как городской русскоязычный татарин, да, ну я татарский язык-то знаю. Но вот если я включусь и скажу как татароязычный татарин, даже может быть тот татароязычный татарин, который застал арабографическую письменность у татар, я скажу: ну, написали неправильно. На арабском было бы написано правильнее. Вот это такая, наверное, была позиция у, как я себе представляю, у татароязычного татарина середины 20 века. Ну, а я здесь усматриваю идеологию и какую-то стратегию. Дело в том, что чужие стратегии влияют на нас и захватывают нас только тогда, когда у нас нет своих стратегий. Если у тебя нет твоей стратегии, если нет у тебя твоей тактики, то ты обслужишь чужие стратегии. Поэтому здесь все-таки определенные такие группы, да, экспертные группы, группы духа, скажем так, да, доброжелательные группы прежде всего. То есть я никак не ставлю, что мы должны конфликтовать, воевать, но мы должны уметь правильно доносить, настойчиво доносить, да, настаивать, ставить. Ведь дело в том, что в большом организме, да, аналогично по принципу организма человека, да, наше нервное окончание заявляет нам о том, что с печенью что-то не так, слушайте, не так кушаешь. То же самое происходит и от нас. И вот эта обратная связь, когда от нас она не поступает, это означает, что орган травмирован, он разучился давать обратную связь. Но обратная связь должна быть. Просто смотрите, одна буква «Л» и вот эта вот ошибка на стеле, это же на самом деле история не только татар. У русских тоже есть проблемы. Они, например, до сих пор не могут определиться, как отчество писать. Евгеньевич, то есть Геннадьевич, мягкий знак после «д», или Геннадьевич. Ну, и таких много, на самом деле, ну, что из этого прям такой глобальный вывод делать, что кто-то против русских? Ильнур, я немножко по-другому. Давайте вот о чем. Смотрите, если вот вас зовут Ильнур, да, а вам кто-то настойчиво уже 5-й раз говорит Ильнар, да, вы поправляете его? Конечно. Конечно.
но ряд людей этого не делают, да. Вот когда меня пытаются как-то немножко, скажем так, может быть, не специально коверкать мое имя, то я пытаюсь поправить этих людей, да, и я даю понять, что правильнее будет вот так. Когда я настойчив и спокоен, да, то люди это переправляют. Если мы перестаем рефлексировать на такие процессы, то это говорит о том, что у нас наше, скажем, такое коллективное тело, оно травмировано, и оно уже не подает признаки жизни, не подает обратную связь. А мы должны эту обратную связь давать, что что-то не так, делается в большом организме. Так, ну, в принципе, вот я сказал человек, который ошибочно меня называет по имени, не называй меня так, называй меня правильно. Так? Ну, все, ситуация исчерпана. Я думаю, если человек понял, и вы настойчивы, то она будет исчерпана. А здесь, я еще раз повторяюсь, на большой группе, это может быть немножко сложнее, но это показатель сегодняшнего состояния татарского этноса. Когда мы не можем отреагировать, да, когда мы не можем дать обратную связь, то это все-таки в какой-то степени говорит о том, что мы начинаем быть приспособленцами, подстраиваться под ситуацию, под среду. При этом я никогда никого не провоцирую. Я о том, что все-таки мы должны не бояться говорить, что я есть то или я есть то. Человек в жизни своей несет очень много разных ролей. Я есть папа, я есть брат, я есть муж, я есть сын, я есть работник, специалист какого-то предприятия, какой-то отрасли. Я есть представитель такой-то религии, я представитель такого-то этноса. Да? И каждая роль должна быть наполнена, и каждая роль должна быть человеком наполнена таким образом, что он был удовлетворен в каждой сфере. Но когда какие-то сферы у него травмированы или какие-то сферы не работают, то он здесь чувствует, что здесь у него есть пробой в этом месте. Да? Так вот, человек должен масштабировать и на уровне своего этноса. Но на сегодняшний день мы замечаем, что очень удобно отворачиваться от этой темы. Дело в том, что уход, исключение самого вопроса, да, оно только усугубляет ситуацию для наших потомков. Эти травмы, они продолжают оставаться. Да, можно прогибаться под среду, но это будут определенные последствия. Но вот я вам сейчас живой пример приведу, как реагирует Вселенная, дает нам обратную связь. Как-то ко мне обратилась женщина с вопросом: как вы можете мне это объяснить? Вот у меня, у сына попытки суицида. И я хочу понять в корне, где вот корневые причины, которые могут быть где-то там далеко. Когда мы стали разбирать ее историю, выясняется, что это довольно пожилая женщина, говорит, что мой папа родился в 1925 году, но чтобы его не взяли на фронт, его записали 26-м годом, давайте скажу условно, 27 января. Его не взяли на фронт, он избежал своей мужской роли, да, убежал от своей роли мужской, от такой более масштабной ответственности. И впоследствии у него через много лет рождается сын 27 января. И вот этот сын впоследствии покончил жизнь суицидом. И вот этот вот момент передачи, побега от мужского, скажем так, столкновения с ситуацией, да, как я на это отреагирую, вот здесь очень многое как раз-то показывает, что мы передаем нашим детям. Сегодня в нашем обществе происходит масштабное расщепление личностей. Полицейских, прокуроров, медицинских работников и так далее. Да? Они становятся плохими, что ли? Они не становятся плохими, но происходит такой массовый прогиб от ситуации. Это очень сложно. Я сейчас, поверьте, никого не осуждаю. Я просто говорю о том, что когда мы длительное время на что-то не обращаем внимания, да, то мы здесь упускаем момент, мы становимся не хозяевами этой территории. Территории духа в том числе. Поэтому, когда мы говорим о конкретно, например, возвращаясь к травмам татар, если вернуться, хотя об этом много раз, наверное, уже говорилось, вернуться к татарам в, скажем так, дореволюционное время, в послереволюционное время, да, то для меня, например, татары больше видятся так же, как и башкиры, марийцы, чуваши,
людьми более сельской, деревенской среды. Люди более, скажем так, трудолюбивые в плане ушедшие в работу, значит, немножко отдалены от коммуникаций, и они значительно в более поздние сроки, уже в период индустриализации, попали в города. Ниша была уже занята. И вот незнание русского языка, сложной коммуникации, они как раз-то не позволили, скажем так, достойно занять свое положение. Но татарин отрабатывал, наверное, свое состояние только через трудолюбие и поднимался по служебной лестнице через свой труд. А вот вопросы коммуникаций, способность к каким-то более глубоким коммуникациям была тогда у нас нарушена. Но, к сожалению, сейчас тех татар, о которых мы говорим, наверное, сегодня уже их нет. Сегодня совершенно иное время, да? И у нас может быть ностальгия по тем годам, по нашим бабушкам, дедушкам. Очень многое, к сожалению, утеряно. Поэтому сегодня надо вот как-то надо двигаться, наверное, от сегодняшней реальности. Ну, я думаю, мы потихонечку будем двигаться, и в том числе благодаря тем нашим слушателям, которые нас слушали, которые заинтересовались нашей темой, нашей беседой. В принципе, я думаю, наверное, мы сделаем такой вывод, что, в принципе, проблемы-то у татар есть, они сохраняются, но вы говорите, двигаться надо. Какие проблемы? Будем двигаться в современном мире, в мире информационном, в мире соцсетей, но в том числе и небольшая аудитория. Я думаю, она будет и больше расти, нашего YouTube-канала «Татары мира». В принципе, за интересную беседу, Фани Сабый, большое спасибо. Вам, наверное, несколько последних слов, резюмирующих вот послание нашей аудитории и нашим зрителям. Знаете, большое спасибо всем за внимание. Для меня это, наверное, такой первый опыт. Я привык работать глаза в глаза, работаю и с группами, и с людьми, работаю непосредственно с травмами. Очень сложно работать на экран. У меня такого опыта нет, потому что я не вижу глаз, не вижу людей. Это сложновато для меня. Но в целом, действительно, есть такая фраза «и один в поле воин». Ситуация такая. Все-таки сегодня, да, очень важно понять, что мужской дух необходим. Мы недавно побывали в Дагестане. И в Дагестане, да, я увидел, что все-таки на Кавказе есть мужской дух, есть взаимовыручка. И хотелось бы, чтобы у нас тоже здесь мы, скажем так, проводили эту большую работу среди нашей молодежи. Мне очень понравилась фраза от одного моего хорошего знакомого, который сказал такую вещь. Чем отличаются взрослые от детей? Чем отличаются дети от взрослых? Дело в том, что до 12 лет ребенок берущий, а после 12 лет он должен быть отдающим. Вот мы с вами сегодня должны работать прежде всего над нашей молодежью, над нашими молодыми поколениями. Именно бабушки и дедушки, родители, особенно бабушки и дедушки, с детства должны прививать детям такую мысль: «Улым, казым, балам, ты не только для себя, ты еще и для мира». Вот только тогда у нас будут появляться масштабные личности, личности, которые будут масштабировать, будут отвечать за более, скажем, глобальные такие процессы, будут отслеживать, замечать и будут полезными не только для своего народа, и будут приносить очень многое в копилку мира. Это сегодняшний разговор, я бы хотел все-таки его направить в то направление, что не просто татары для татар, а татары для мира, да? Татары для России. Что мы должны выйти на такой уровень, да, который бы был действительно интересен, заметен для многих людей. Мы должны взращивать очень много классных профессиональных специалистов и, прежде всего, духовно-нравственных личностей. Поэтому большое всем спасибо. Прошу прощения, если где-то, скажем так, может быть некорректно или где-то не совсем последовательно излагал свою мысль. Для меня это первый опыт. Бигзур рахмат. Сау булғыз. До свидания. Сау булғыз.